Здравствуйте, уважаемые интернет-пользователи! Сегодня мы организовали очередной прямой эфир на тему «Насбанк сообщает». Я его ведущая Нурсултан Садыкбекова, ведущий специалист отдела по связям с общественностью Национального банка. Сегодня мы поговорим о культуре сбережений. И у нас в гостях главный специалист отдела финансовой грамотности Национального банка Токмамбетова Джамиля Шадыбековна. Здравствуйте, Джамиля Шадыбековна. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что такое сбережение? Начнем с этого. Да, мне очень приятно, что сегодня тема нашей встречи – это тема сбережения. Но что значит сбережение? Сбережение – это когда человек может откладывать часть своих доходов сейчас для использования в будущем. Вот это, в принципе, основной принцип сбережения. То есть мы откладываем сегодня деньги и используем их на те цели, которые мы запланировали в будущем. На самом деле это... Когда вопрос касается сбережений, кажется, это очень просто. Но опять-таки согласиться с этим принципом, да, вот вы, например, тоже согласны с тем, что это нормально откладывать каждый раз откладывать со своих доходов. Но согласиться одно, а придерживаться этого принципа совершенно другое. Поэтому, когда мы начинаем предлагать, что делайте, пожалуйста, накопление, мы чаще всего слышим такие ответы. Вот у нас недостаточно доходов, у нас они очень низкие, у нас сейчас стоят другие цели, мы должны сейчас сделать ремонт, приобрести какую-то вещь необходимую. А иногда просто население считает так, что зачем я буду ждать, когда в будущем могу приобрести эту вещь? Мне нужно сейчас, и поэтому деньги нужно тратить сейчас. На самом деле такое отношение к своим финансам, оно неразумное. Оно не может привести к комфорту, к финансовой стабильности. В этой связи мы и предлагаем, что вот эта привычка накопления, откладывания денег, она должна сформироваться настолько, как ежедневно мы выполняем каждодневные процедуры, предположим, зарядку, чистим зубы и так далее. Это должно быть на каждодневной, ежемесячной основе. И пусть это будет не всегда большие объемы, пусть это будет не совсем регулярно. И только с момента того, когда это сформирована будет привычка, это будет уже происходить на автоматической основе. И объемы будут большие, и регулярность, и качество возрастет. Вот смотрите, если мы, например, разберем, какие есть плюсы относительно сбережений. Вот смотрите, когда мы хотим приобрести какую-то вещь в счет текущих доходов, это очень бывает сложно. Предположим, вы получили заработную плату и хотите сразу приобрести телевизор. Или, например, на следующую зарплату вы хотите купить холодильник. Но это практически невозможно, правильно? Потому что определенный период времени вам нужно будет накапливать. Конечно, есть альтернатива. Вы можете взять кредит, но тогда вам придется платить проценты. Это плюс того, что у вас есть сбережения. Вторая причина. Сейчас жизнь настолько нестабильна, что относительно благоприятный период времени он может завершиться каким-то тяжелым периодом жизни, да, связанный с потерей работы, болезнью, какими-то стихийными бедствиями и так далее. И вот в этот момент как раз ваши сбережения, они будут очень полезны для использования. Следующая причина сбережения – это сбережение – это как пассивный доход. В вашем бюджете содержится определенный объем пассивных доходов, да, и который вы можете использовать по своему усмотрению. Во-первых, вы можете меньше работать, больше уделять внимание семье, путешествовать и так далее, и так далее. И еще один момент. Дело в том, что когда человек уходит на заслуженный отдых, мы знаем, что пенсия у человека недостаточно большая, по крайней мере, ему сложно будет сохранить привычный для него уклад жизни. И вот как раз такие вот эти сбережения, вот этот пассивный доход, он как раз поможет сгладить вот эти вот резкие колебания. И я думаю, что тогда сам переход будет безболезненный. Поэтому есть очень много преимуществ того, что деньги надо откладывать. И чем раньше, тем лучше. Отлично. А тогда скажите, как сберегает вообще население Кыргызстана?
Мгм. Ну, вообще вот культура сбережения, она свойственна вот для всех народов. Вы наверняка знаете такие бытовые поговорки, пословицы, да, копейка рубль бережет, дюйне бюртейн, да, пролад. В общем, Да. очень, да, поэтому действительно под этим есть своя основа. Что касается сбережений, наше население, оно сберегает, и об этом можно судить по цифрам, по росту депозитной базы. Вот, к примеру, если взять период с 2015 года с января 2015 года по январь 2023 года, вот смотрите, 128 миллиардов депозитная база общая составила, да, и рост составил 93 миллиарда. Надо понимать, что население умеет, может и способно сберегать. Я хотела бы дополнительно сказать, что сберегательное поведение населения в 2019 году по заказу Национального банка наша партнерская организация German Sparkassen Stiftung, она провела исследование, целью которого было изучить сберегательное поведение населения, способно ли оно сберегать, какие факторы влияют на сбережение и так далее. Вот в этом исследовании принимали участие более 2000 респондентов, это было взрослое население, 18+, и в ходе этого исследования выяснилось, что почти половина респондентов, они имеют сбережения. И к основным источникам дохода относятся заработная плата, доход от индивидуальной трудовой деятельности, работа на фермерских хозяйствах. Все практически домохозяйства имеют имущество. И понятно, что половина опрошенных считает, что все-таки не всегда есть подходящие условия для того, чтобы начать откладывать деньги и сберегать. Тем не менее, даже семьи с очень низким доходом, они считают, что имеют большое желание откладывать денежные средства для приобретения каких-то крупных покупок. Было приятным то, что половина домохозяйств они имеют четкое представление о том, сколько составляют их доходы и расходы. 18% населения ведут книгу учетов и доходов. Это очень хороший показатель. И интересно, и это и логично, что домохозяйства, которые имеют высокий доход, они вообще имеют четкое представление о том, сколько составляют их расходы, сколько доходы и так далее. И на тот вопрос, что как переживали домохозяйства в период пандемии, и это тоже было логично, что те домохозяйства, которые имели накопления, сбережения, они все-таки лучше пережили вот такие трудности. Так, и это не секрет, что целью и мотивами сбережения населения любого гражданина является то, что прежде всего они хотят приобрести какую-то крупную покупку, для этого начинают сберегать, хотят поправить свое здоровье и, возможно, там, погасить кредит и так далее. Было очень приятно услышать то, что домохозяйства доверяют банкам, они считают, что работа банков стала более надежной, и есть определенные причины, почему население начинает сберегать в банках, потому что они могут получать фиксированный процент, доход, и таким образом обезопасить свои средства. Одно из интересных заключений исследования было то, что население Кыргызстана одним из безопасных форм сбережения своих денег и считает сбережения в банке и вложение в скот. Причем вложение в скот считает наиболее, как правильно сказать, наиболее выгодной формой сбережения. Это очень интересно, да? Большая часть населения сберегает в банках, и в этой связи она предпочитает краткосрочные вклады. Вы знаете, менталитет нашего населения, он таков, что к основным ценностям они отнесли нематериальные ценности. Это здоровье, семейное благополучие, спокойная жизнь и так далее. Но хотелось бы сказать следующее, что все это достижимо тогда, когда у вас есть сбережения, когда у вас есть определенная уверенность в завтрашнем дне. И это только возможно, когда у вас есть определенные накопления.
Это все, что касается сберегательного поведения, исследование, которое провел Джумаш Паркасен Штифтон. Я так бы хотела еще сказать, что в 2021 году было исследование, которое было проведено Организацией экономического сотрудничества и развития. Есть сеть INF, International Network for Financial Education. Они проводили исследование уровня финансовой грамотности среди 8 стран. Это бывшие страны СНГ: Армения, Азербайджан, Таджикистан, Белоруссия, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан и Россия. Вот, очень интересные были исследования. К сожалению, не очень высокий, не самое первое место Кыргызстан занял по уровню финансовой грамотности. Финансовая грамотность, она складывается из знаний, отношений и поведения. Это очень важные составляющие, которые влияют на то, какое решение, финансовое решение принимает человек. То есть не только знания, но и поведение тоже. Это очень важно. То есть не обязательно. Вот, например, те страны, которые показали очень высокие знания, очень высокие баллы получили по знаниям, к сожалению, поведение оказалось на более низком уровне. И это очень приятно, что все-таки поведение у населения Кыргызстана, оно занимает достаточно высокое значение. В рамках этого исследования изучалось не только уровень финансовой грамотности, изучалось такое направление, как финансовая устойчивость. Финансовая устойчивость – это прежде всего то, как человек может справиться с последствиями тех решений финансовых, которые он принимает. Финансовая устойчивость, она обеспечивается за счет того, что человек может самостоятельно заботиться о своих финансах, контролировать свои расходы и доходы. Он занимается тем, что он рационально сберегает. И это очень приятно, что население Кыргызстана занимается тем, что активно сберегает свои средства. Затем финансово грамотный человек, он должен быть настроен на то, чтобы уметь преодолевать финансовые трудности. То есть он должен найти правильные решения для того, чтобы преодолеть эти финансовые трудности. Ну и, естественно, уметь распознать мошенников, то есть найти достоверные источники информации. Вот по данному исследованию я хотела бы дополнить, что конечно, были проблемные моменты, что в части знаний 20% населения нашего признало, что знание по финансовой грамотности является неудовлетворительным. Это самый большой, к сожалению, это самый большой показатель среди других стран СНГ, но зато очень много положительных моментов. Одно из них то, что мы занимаем одно из первых мест, когда население, мы тщательно следим за своими деньгами, мы обдумываем свои покупки, вовремя оплачиваем счета, это тоже очень важно, умеем строить долгосрочные планы, и 74% респондентов заявило о том, что они делают свои сбережения, откладывают деньги. Хотела добавить, что это исследование проводилось во всех вышеперечисленных странах, и общее количество респондентов было 8 тысяч, то есть по 1000 человек в каждой стране. Вот в этой связи ОЭСР рекомендовал продолжить проводить обучение по финансовой грамотности, включать темы, которые представляют интерес для населения, и также проводить информационно-образовательные кампании. Вот. Это то, что касается того, как характеризуется сберегательное поведение. Я еще хотела сказать, что эта тема очень интересная. Сберегательное поведение, оно представляет огромный интерес для нашего банковского сектора, потому что это огромный объем вкладов. Да? И такой анализ он проводился и ранее. Да? Есть и работы, которые проводились в 2008 году, которые анализировали. То есть население Кыргызстана обладает способностью и возможностью откладывать сбережения. Мы поговорили про сберегательное поведение, теперь про культуру сбережения. Скажите, пожалуйста, и, может быть, какие-то лайфхаки есть у вас? Да, ну на самом деле нет ничего здесь сложного. Прежде всего, это вот золотое правило, что
у вас есть, у каждой семьи, у каждого человека семейный личный бюджет, есть статья доходов, расходов. И прежде всего нужно следить за тем, чтобы ваши расходы никогда не превышали доходы. Если так происходит, то нужно, значит, увеличивать источники доходов, либо сокращать какие-то статьи. Таким образом нужно стараться отслеживать, анализировать свой бюджет на каждодневной основе. Если вам сложно сделать это, допустим, в простой там, письменной форме, да, вести дневник, книгу и так далее, есть куча приложений, которые можно будет использовать, закачать, и за вас это будет выполняться автоматически. Вам, допустим, придется только вносить какие-то свои траты. Но теперь хотелось бы отметить о том, что вот на самом деле деньги и эмоции наши, а большая часть покупок, она совершается на эмоциональном уровне, да, то есть эмоциональные цели. И вот нужно будет стараться отслеживать, не потакать своим капризом, а стараться обдумывать каждую покупку, то есть насколько она нужна, насколько необходима, есть ли необходимость в этом, расставлять приоритеты и так далее. Потом, как сказать, очень интересно повышать свою культуру. Надо стараться больше читать, интересоваться новым, каким образом лучше накопить, как лучше вложить и куда лучше вложить деньги. Хотелось бы также отметить, что цели должны быть конкретные, они должны быть и эмоциональные, они должны быть нацелены на то, что в первую очередь необходимо. И не стоит забывать о том, что у каждой семьи должен быть неприкосновенный запас. Это, кстати, тоже было одно из вопросов исследований ОЭСР, да? То есть оказалось, что наше население, большая часть все-таки может позволить себе привычный уклад жизни в течение 1 месяца. То есть запасов недостаточно много. И только определенный процент он может себе позволить, что финансовая подушка позволяет им прожить достаточно долгий период времени, от 1 месяца до полугода. Ну и потом, конечно, нужно отказаться от вредных привычек. Допустим, отказаться от сигарет, от алкоголя, от чипсов, от вредных каких-то продуктов. Это тоже очень сказывается на бюджете. Ну и потом очень много, может быть, начать с простого, да? Предположим, если вы 50 сомов будете экономить каждый день, за год это получается почти 18 тысяч. Это серьезная такая добавка, может быть, для школьников. И, может быть, стоит придумать для себя какой-то психологический прием и экономить таким образом. Если у вас в конце дня в кошельке остаются, допустим, 142 сома, но вы округляете сумму, оставляете 100 сом, 42 отправляете в копилку. Таким образом вы тоже начнете экономить. И это у вас выработается такую устойчивую привычку. Отлично. Джамиля Шадыбековна, вы очень дали такую полезную информацию, что многим это, наверное, сейчас очень важно получать такую информацию. Спасибо вам большое, что нашли время и рассказали про культуру сбережения. Если какие-то советы, может быть, я хотела бы хотите призвать. Да, я хотела бы проанонсировать мероприятие, которое у нас будет проводиться в октябре, в последней декаде октября, Всемирный день сбережения. Вот как раз основная цель его научить сберегать, и она у нас начнется в октябре. Мы уже разместим дневник мероприятий. Это мероприятие, которое мы проводим каждый год. Хиялдар Канат Байларанда, у нее есть свой девиз, когда мечты становятся возможностью. Будет проводиться очень много мероприятий, поэтому, пожалуйста, заходите в наши социальные сети, на наш сайт Финсабат, с удовольствием мы будем делиться с вами всем интересным, все, что касается финансовой грамотности. Спасибо. Спасибо большое еще раз, Джамиля Шадыбековна, что нашли время и рассказали про культуру сбережения. Спасибо вам. Удачи вам. И мы с вами прощаемся до следующей недели. До свидания. Всего доброго.